Здравствуйте. По поручению президента Российской Федерации провели 14-е заседание межправкомиссии между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан. Обсудили самые важные вопросы совместной повестки. И самое важное, что мы готовимся к визиту президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Республику Таджикистан в феврале месяце. Времени осталось немного. Мы договорились, как накопленные проблемы мы должны за этот период времени решить. Только что я доложил президенту Республики Таджикистан, какие есть договоренности на правительственном уровне, выслушал пожелания, как решать отдельные вопросы, включая наиболее чувствительные, например, по миграции. И мы будем сейчас почти на ежедневном контроле с премьер-министром Республики Таджикистан эти все вопросы вести с тем, чтобы до визита президента спорных вопросов не осталось. Постараемся сделать так, но насколько это будет возможно. Мы обсудили в деталях, как складывается торговый оборот, наметили план действий для того, чтобы товарооборот в текущем 2017 году увеличился. Надеемся, что с фазой роста в экономике Российской Федерации рост в Таджикистане продолжится. Мы наметили определенные шаги к тому, чтобы продовольствие, произведенное в Республике Таджикистан, напрямую, без участников-посредников, направлялось на востребованные рынки Российской Федерации. Будут подключены Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта и Министерство экономического развития. Понимаем, что нужно делать. В том числе договорились о визите потенциальных инвесторов со стороны Российской Федерации в Республику Таджикистан для строительства логистических центров и возможных проектов по пищевой переработке. С тем, чтобы не только плодоовощная продукция, но уже готовая продукция была направлена в Российскую Федерацию напрямую на те рынки, где такая продукция востребована. Сейчас, это не секрет, продукция из Таджикистана идет активно на российский рынок, но часто она оформляется как продукция Казахстана или Киргизии. По вопросу миграции, сложный вопрос. 128 тысяч человек, которым въезд в Российскую Федерацию ограничен на 3 года. В связи с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации вовремя трудовые мигранты не покинули территорию Российской Федерации. Решили посмотреть все-таки, как эти нарушители делятся на те, у которых более сложные административные правонарушения, и те, которые в силу каких-то причин просто не успели выехать. Министерство внутренних дел Российской Федерации этот вопрос доложит в правительство в течение 10 дней. Если будет такая возможность, мы постараемся для определенной группы людей, там, где небольшие нарушения, создать какой-то более простой механизм. Тем не менее, говорю, что мы этот вопрос совместно отработаем, он достаточно сложный. По вопросам авиационного сообщения, вы знаете, что особенно в СМИ в последнее время было много материалов по этому поводу. Были ограничения со стороны Российской Федерации по полетам таджикских авиаперевозчиков в отдельной точке Российской Федерации. С другой стороны, для одной авиационной компании Таджикистан не давал разрешения на полеты в Таджикистан. Мы договорились, как действовать. Будем снимать все эти запреты, внимательно смотреть, как чувствуют себя авиационные перевозчики. Излишняя конкуренция, такая, которая приводит к банкротству, вредна и для российских перевозчиков, и для перевозчиков Таджикистана. Будем смотреть внимательно за тем, как дополнительно вводить перевозчиков с одной и с другой стороны. Думаю, что по одной дополнительной компании с каждой стороны на этот рынок войдут в высокий сезон, когда начинают граждане Таджикистана активно перемещаться в Российскую Федерацию, то есть весной текущего года. Если ситуация для авиакомпаний будет ухудшаться, то есть их финансовое положение будет становиться не таким стабильным или совсем нестабильным, будем предпринимать меры с тем, чтобы на определенный срок этих перевозчиков с рынка убрать. То есть это будет гибкий механизм. Сегодня авиационные власти об этом договорились. По вопросу образования, очень востребовано российское образование. Здесь как общее образование, так и высшее. Договорились проработать вопросы увеличения квот на обучение таджикских студентов в российских вузах, о том, как поддержать общее образование и преподавание русского языка в Таджикистане.
ну и множество других вопросов. То есть это самая насыщенная и широкая повестка, какая только возможна. И мы надеемся на то, что 2017 год будет очень успешным для наших торговых и гуманитарных связей. Таджикистан для России стратегический партнер. 25-летие наших дипломатических отношений в этом году наши страны будут отмечать. И хотим, чтобы это просто было не празднование юбилея, а чтобы эта годовщина была отмечена все-таки и высоким товарным обменом, и торговлей взаимной, и другими совместными проектами, которые возможны. Отмечаем также, кстати, что некоторые сложности, которые не разрешались на протяжении ряда лет, в том числе, вы знаете, у «Русала» здесь были на рынке Таджикистана сложности, стороны приходят к взаимопониманию и способности эти конфликты и неприятности разрешить. Сегодня в городе Душанбе состоялось 14-е заседание Таджикско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Повестка дня заседания вначале была согласована на встрече в узком формате сопредседателей межправительственной комиссии премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова. И затем обсуждена на заседании в расширенных составах. На заседании были обсуждены важнейшие вопросы межправительственного сотрудничества Таджикистана и России в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, финансов, банковского дела, таможни, трудовой миграции, науки и образования, культуры, здравоохранения и спорта. Были высказаны конструктивные идеи и предложения по укреплению двустороннего сотрудничества в данных сферах, выполнению решений 13-го заседания и плана мероприятий по реализации программы экономического сотрудничества на 2015-2018 годы, а также развитию сотрудничества между регионами Таджикистана и России. Состоялся полезный обмен мнениями по устранению имеющихся препятствий, негативно сказывающихся на развитии и расширении сотрудничества двух дружественных стран. Стороны подтвердили готовность и заинтересованность в усилении сотрудничества в направлении экспорта в Россию качественной сельскохозяйственной продукции Таджикистана, налаживания межгосударственных авиамаршрутов с учетом обоюдных интересов, содействия улучшению положения трудовых мигрантов. В завершении заседания сопредседатели комиссии Кохир Расулзода и Игорь Шувалов подписали решение 14-го заседания Таджикско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По итогам работы 14-го заседания Таджикско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству главы делегации выступили с заявлением перед представителями СМИ, назвав взаимовыгодными и плодотворными результаты сегодняшней встречи. واسطه‌های اخبار عامه برآمد نموده Средств массовой информации, дамы и господа, результаты прошедшего 14-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией наглядно продемонстрировали то огромное значение, которое стороны придают развитию своих взаимоотношений на двусторонней основе. Хочу отметить, что заседание прошло в конструктивном ключе, в духе взаимного уважения и взаимопонимания. Нами был обсужден широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные параметры нашего взаимодействия в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта, культуры и образования. У нас имеются большие планы по дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов экономического характера и развитию культурного межнационального диалога. Нами был обсужден ход реализации плана мероприятий по развитию экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на 2015-2018 годы. Также были рассмотрены вопросы развития дальнейшего сотрудничества в области промышленности, сельскохозяйственной отрасли, а именно по налаживанию поставок плодоовощной продукции Республики Таджикистан в Российскую Федерацию. Отдельной строкой нами детально были обсуждены основные принципы и подходы к решению вопросов, связанных с трудовой миграцией. Стороны пришли к согласию и наметили ориентиры относительно решения этих и других вопросов с взаимным учетом интересов друг друга. По нашему твердому убеждению, только при комплексном подходе наше сотрудничество будет наиболее сбалансированным и эффективным. Хочу с удовлетворением подчеркнуть, что мы довольны итогами прошедшего заседания и переговоров, которые дали нам возможность всесторонне и обстоятельно
проанализировать результаты нашей совместной деятельности, обсудить перспективы дальнейшего развития и совершенствования взаимовыгодного партнерства наших стран. В заключение хотел бы отметить, что нынешний 2017 год является особым в современной истории таджикско-российских отношений. Совсем скоро исполнится 25 лет установлению дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. За этот период нашим отношениям было характерно большое стремление к укреплению и расширению исторически сложившихся отношений дружбы, конструктивного взаимодействия и взаимной поддержки. В результате сегодня мы имеем многогранные отношения стратегического партнерства и союзничества, которые отвечают коренным интересам наших народов. Состоявшийся диалог еще раз продемонстрировал полное совпадение или близость взглядов сторон по большинству вопросов двухстороннего сотрудничества в обоюдное стремление к наращиванию всего комплекса таджикско-российского взаимодействия. Я всех благодарю за внимание и с большим удовольствием передаю слово первому заместителю председателя правительства Российской Федерации, уважаемому Шувалову Игорю Ивановичу. Пожалуйста, Игорь Иванович. Спасибо, уважаемый господин премьер-министр. Позвольте от имени российской делегации поблагодарить вас за условия для такой работы, хорошие условия. И наши эксперты вчера целый день работали в группах для того, чтобы мы сегодня с вами могли обсудить вопросы дальнейшего развития и те накопившиеся проблемы, которые есть в наших взаимных отношениях, которые мы с вами наметили, как разрешить. Действительно, 2017 год для нас особенно важный, поскольку мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. И 14-е заседание Межправкомиссии мы рассматриваем как подготовительное мероприятие для визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Республику Таджикистан. Совсем немного времени осталось до этого визита, и мы наметили с правительством Республики Таджикистан конкретный план мероприятий для того, чтобы этот визит был успешным. Те какие-то шероховатости, которые есть, мы сегодня обсудили и договорились, как мы от них избавимся. Мы будем стараться делать так, чтобы к встрече лидеров повестка была свободна от каких-либо нерешенных вопросов. В целом, и торгово-экономические отношения, и гуманитарные связи развиваются позитивно. Мы подтверждаем характер нашего партнерства как стратегический. Таджикистан для нас очень важный партнер, близкий друг. И надеюсь, что это все будет подтверждено и развито в рамках визита президента России. Теперь позвольте на некоторых вопросах конкретных остановиться, буквально для разъяснения позиций, которые мы имеем по результатам переговоров. Мы отмечаем некоторое сокращение торгово-экономических отношений, то есть статистические данные по торговле, но тем не менее мы видим в структуре торговли между нашими странами, что экспорт Российской Федерации, а импорт для Таджикистана, Российская Федерация даже почти на 2% улучшила свои позиции, хотя в абсолютных цифрах товарообмен сокращен. Мы понимаем реальные причины по сокращению цифр товарообмена. Будем работать с тем, чтобы взаимный торговый обмен и взаимная торговля росли. Для этого есть в настоящий момент все основания. Российская Федерация из тяжелого времени экономического спада переходит в фазу роста. И мы внимательно следим, что происходит в экономике Республики Таджикистан, и поздравляем наших друзей, коллег с тем, что республика закончила прошлый 2016 год с хорошим ростом, около 7%. Это хороший показатель. Надеемся, что при экономическом росте Российской Федерации темпы роста ВВП в Таджикистане будут еще выше, поскольку наши экономики связаны. По сельскому хозяйству. Мы внимательно наблюдаем за тем, как продукция сельхозпроизводителей из Таджикистана импортируется в Российскую Федерацию. Нам понятно, что часто эта продукция переоформляется в Киргизии и в Казахстане, и под видом киргизской и казахстанской направляется на рынок Российской Федерации. Мы договорились, что наши соответствующие ведомства, а именно Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта и железные дороги, предпримут необходимые усилия в кратчайшие сроки для того, чтобы
создать логистические возможности или хотя бы договориться о создании логистических возможностей на территории Республики Таджикистан с тем, чтобы сельхозтоваропроизводители могли сдавать продукцию. Эту продукцию направлять через специально формируемые железнодорожные составы сразу на территорию Российской Федерации. Эта продукция должна оформляться как произведенная в Таджикистане.